Спасибо вам всем за поздравления. Хочу рассказать про нашу поездку. Василий, Анастасия и я, как руководитель, были впервые. Первый раз участвовали в Дельфийских играх в городе Красноярске, как уже сказали, где участвовало 79 регионов. Завоевали золото в номинации «Изобразительное искусство», серебро в номинации «Художественное ремесло». Я считаю, выступили очень достойно, представили свою республику как раз к празднованию столетию образования СССР. Можно сказать, привезли подарок. И, как я уже сказала, участвовали очень много талантливых ребят. И с каждым годом конкурс повышается, уровень конкурса повышается с каждым годом, поэтому борьба была нелегкая. Допустим, в номинации «Изобразительное искусство» было по возрастной категории Анастасии 38 человек, а у Василия было 30 с лишним, получается. Вот. Оценили очень высоко жюри работы студентов. Жюри, значит, состоял академик, искусствовед с Москвы, с Питера. Сами же участники конкурса и жюри отметили Анастасию, что она будущий Рембрандт, такие сказали. С первого курса она училась по живописи и композиции у Сальниковой Виталии Николаевны. Она вот сейчас здесь. И я по рисунку. Так, и Василий представил презентацию о своей коллекции, в которой он участвовал, его коллекция участвовала, показывали по Первому каналу передаче «Модный приговор». И представил презентацию о своей конкурсной работе. Были очень хорошие отзывы, поздравляли, интересовались его изделиями. Его преподаватели Неустроева Александра Анатольевна, Федорова Людмила Евдокимовна очень активные, участвуют в республиканских мероприятиях и не раз участвовали под их руководством студенты Якутского художественного училища, тоже в Дельфийских играх. В 2016 году принесли золото, в 2017 году выиграли 2 серебра в Дельфийских играх. Вот. Ну и хотела бы поблагодарить Юрия Степановича, в особенности Марину Владимировну, нашего куратора, Майю Михайловну. Ну и всем пожелала, чтобы